Итак, друзья, мы продолжаем. Это башкирское спутниковое телевидение. Это прямой эфир утренней программы «Саляма». Это праздничный марафон, когда мы вспоминаем яркие события уходящего года вместе с вами, вместе с гостями нашей студии. Да, не менее яркими, чем эти события, гостями нашей студии. Заслуженный артист Республики Башкортостан Анвар Нургалиев. Сегодня вместе с нами. Анвар, доброе утро. Доброе утро. Как давно ты к нам не приходил? Наверное, прошло года 3-2. Серьезно? Да. Ну, прошлый год я был. Вот, знаешь, Новый год, да, Новый год — это время, когда нужно признавать свои ошибки. Это наше упущение. Мы будем исправляться, это точно. А давай вспомним 2018, он, конечно, еще не закончился, но тем не менее, топ-5 событий, которые ты бы выделил в уходящем году. Топ-5. Ну, первое, то, что это я, самое большое для меня, это я расширил свою географию. Концерт. Концертную географию, да. Второе. Где ты побывал? Хорошо, давай. Так, я впервые это был Пенза, Тольятти, Ульяновск, очень много городов. Вот, ну, Москва, это уже я был давно. Ну, как там Москва принимают? же как дома, принимают? понимаешь? Нет, принимает вообще очень хорошо везде. Это для меня самое дорогое. Это принимает вообще суперски, конечно. Это мечта моя, не знаю, несбыточная мечта. Это была самая главная твоя мечта, которая сбылась. Да. И вот сейчас можно сказать нашим телезрителям, что если сильно, очень сильно чего-то хотеть, точно сбывается. Можно в космос улететь. Что там? Реально. Но для космоса очень много денег нужно, чтобы полететь. Итак, значит, ты расширила географию концертов. Да. Это первое. Да, это первое. Потом я получил Алтын Барса. Потом... Это главная музыкальная награда, которую ты получил вот в твою творческую деятельность? И самое главное, точно награда, это мое звание заслуженного артиста. Но это 13-й год. 2013 год, заслуженный артист Республики Башкортостан. Да. Что-то мне подсказывает, что 2019 год изменит ситуацию в лучшую сторону. Алла Берса, да. Аминь, Алла Берса. Итак, мы назвали 2. Да. Но сейчас все вспомнить очень тяжело. Ну, с семьей, может быть, что-то связано. Дети. Ой, кстати, у тебя дети такие красивые. Дочка. Да, дети уже большие стали. Уже выросли, пока я ходил по гастролям, они уже очень выросли. Кстати, вот как много времени ты проводишь именно с семьей? В последнее время получается очень редко, конечно. Но я постоянно на связи с ними. Кстати, вот у меня сын закончил 11 класс, поступил в БГУ. Это тоже в топе. Вот. Он закончил, он на первом курсе сейчас, на первом курсе БГУ. Да. Представляешь, сейчас слышат студенты, преподаватели БГУ, как они радуются: о, у нас учится сын Анвара Нургалиева. Кстати, он закончил зачеты, сдал все зачеты. Это пускай будет 4 и 5. Да. То есть сейчас вот мы будем тут перебирать все на свете. Сколько концертов прошло в этом году? И если можем назвать вот хотя бы приблизительную цифру зрителей за все вот эти вот концерты прошедшие? Ну, примерно так читал, это в районе 250 концертов. По стране, вот мы сейчас говорим про Россию, да, 250 концертов, да. И это больше, чем, например, даже в 2017 году? Нет, в 2017 году, возможно, да. Ну, где-то одинаково, там 260-250. Ой, ну, короче, вот в 2019 году пускай будет 350 и 6 дней на отдых. Просто. При всем при этом, чтобы у тебя была энергия, были силы и огромное количество здоровья, чтобы ты смог эти 350, а может и больше, точно осилить. Да, сколько дней? 365 дней в году. Ну все, да, ты правильно сказал. И если 250 концертов, примерное количество зрителей... Ну, в среднем умножаем на 500. Там, где 400 мест, где 1200, где 1300. В общем, около 150 тысяч зрителей ты порадовал в этом году. Наверное, я не прочитал, но я полагаюсь... Мы посчитали. За эфиром. Теперь знают все. Не думайте, что мы такие умные. Ваня, мы очень умные. Хорошо, мы с тобой заглянем немножечко в 2019 год. Какие города Республики Башкортостан увидят себя первыми в 2019? В 2019 первыми меня увидят это дополнительные концерты, это Вятская Поляна и Набережные Челны. А так, юбилейный концерт Дворец спорта, это город Уфа. Какое это моя число? родная Уфа. Это 27 января. 27 января. Город Уфа, Дворец спорта. Да, это впервые за 27-28 лет татарский концерт будет во Дворце спорта.
Это стоит увидеть. У меня даже мурашки. Мурашки, что ли? У тебя вечно мурашки. Ты мерзнешь, мне Да кажется. нет, я просто представляю вот это вот количество людей, я представляю песни Анвара, Мощь. которые, кстати, я очень люблю. И знаешь, вот особенно в твоем исполнении, ну, можно много песен выделить, но «Уфтанма». Это вот это вот, моя которую мы на любимая. корпоративе поем постоянно, я вам Моя скажу по любимая секрету. песня, у меня ностальгия по моему дорогому Куртатаю, и вот мое мнение лучше Анвара. Это мы с тобой спели его моя лет песня. 10 назад где-то, да? Да, 10 лет назад мы с тобой познакомились, и как раз Да. мы с тобой пели вдвоем эту песню. Может быть, Только когда-нибудь- вдвоем пели. Может быть, когда-нибудь исполнится моя мечта, и мы с тобой споем эту песню на Алла сцене, Берса. на твоем концерте «Алла Берса». Я к тому моменту обязательно научусь петь. Но все корпоративы запомнились нашим коллегам, слили тем, что вот именно я это и исполнял эту песню. Вот так-то. Вот новогодние желания твои, они сбывались? Новогодние. Я всегда желаю добра, здоровья. И чтобы все, Точно все, сбывается. что они хотят, получилось. Что Кстати, они желают. Новый год Анвар Нургалиев как встречает? У меня 31 семьей и 8 марта семьей. Это Это вот семейный закон. праздник. стабильно. Закон. Стабильно. Это по закону, Да. ничего это не изменит. Не изменит. Вы вчетвером. Мы вчетвером. Слушай, ну у каждого, у всех есть свои какие-то семейные традиции или новогодние семейные традиции. Кто-то вот, значит, бумажку жжет с желанием, Да. потом все это месиво выпивает, значит, в надежде на то, что желание сбудется. У вас есть какие-то в У семье? нас такого нет. У нас Ну все- такого нет, ну а другое? Да, какое-то традиции там? вообще семейные какие-то. Кроме того, что вы 31 декабря и 8 марта всегда вместе, вне зависимости от каких-либо событий. Ну, я особо таких не помню. Мы желаем обычные традиционные пожелания, там, пельмешки, салатики вместе делаем. Вот. Вот, кстати, пельмени. Пельмени лепить. Это семейное. Вот у нас тоже такая была традиция. Это же Да. замечательная традиция, лепить пельмени. Что ты хочешь получить в подарок на Новый год? Подарок – здоровье. И 350 концертов в следующем году. Забыл сказать, Анвар. Ну. Нет, я еще хочу, чтобы у меня был еще один какой-нибудь хит. Вообще современный супер хит, который, чтобы он меня свалил, не зрителей, чтобы меня самого свалил. И он обязательно будет. Я в это верю, потому что я тоже загадываю это желание. И мы с тобой договоримся, что этот хит ты будешь презентовать в эфире утренней программы «Салям». Конечно. А вот почему я вот почему сказал, что меня свалил, потому что зрители моей песни, они в основном все нравятся. А я всегда придирчив к себе. Поэтому я хочу такой хит, который, чтобы, да, вот это мой хит. Ты до Всё сих вот пор к себе придирчив? это. Я очень самокритичный. Анвар. Анвар Придира, только что мы узнали. Но мы многое можем узнать. У нас есть еще буквально несколько минут. Хорошо. В твоем инстаграме я постоянно вижу огромное количество подарков, которые тебе дарят твои поклонники, слушатели, зрители. Вот самый необычный подарок от зрителей, которые были на твоем концерте. Ну, традиционно это чак-чаки разные, совершенно разные, они разной формы. Ну и в Елабуге мне подарили огромную розу с меня ростом. Это вообще было обалденно, она у меня сейчас дома. Настоящую розу, живую? Нет, она самодельная такая роза, она очень красивая. И где-то год или два назад в Арске мне подарили, у нас народу много, автобус не вмещается. И аппаратура, тогда еще один только автобус у меня был. И подарили мне огромного мишку. И ребята не знали, что делать. Ладно, это предпоследний концерт был. И не знали, куда его. Он очень огромный вообще, он до сих пор у меня дома. Он В итоге, где-то... слушай, вот что важно, просто многие артисты, я знаю, им дарят подарки, они от них избавляются, Как да? на поле чудес. Многие даже не пробуют то, что дарят, но Нет, люди это- суеверные. Но это не про тебя, Нет, судя это по не про всему. меня. Нет. Что ты подаришь, ну если это не секрет, своей семье, детям, супруге на Новый год? Подготовил подарки? Или, как это часто бывает, все в последний день? Я себя им подарю. Анвар! Не раскрывает секретов, Анвар очень вот такой вот загадочный человек. Кстати, в этом тоже, я думаю, твое преимущество быть загадочным. Ты Инстаграм, кстати, сам ведешь? Да, в отличие от многих, скажем, звезд, артистов, я предпочитаю вести сам, потому что мне предлагали, там, ну, я считаю, этот Инстаграм – это твое лицо. И когда за артиста ведет кто-то там, какой-нибудь там, я не знаю. Нет души в этом Робот. Инстаграме. Ну, практически это робот получается. Если, допустим, я вот Лилю попрошу, конечно же, ты будешь красиво вести, правильно? Здесь Ну красиво, да. без ошибок писать. Да. А здесь у меня свои ошибки, что на татарском, что на русском какие-то. Может быть, предложения. Я считаю, это от души. И я отвечаю, хотя мне говорят, Анвар, не надо, говорит, отвечать на всякие комментарии. Я стараюсь всем успевать, хотя комментариев очень много, я отвечаю. Они- Это живой Инстаграм.
Красавчик прям вот Вот хочется с сказать. первых минут я как убедилась Сейчас в том, что пою. добрый человек Анвар, он таким и остается человеком с большой буквы. Вот 10 лет назад мы с тобой познакомились, ты был таким, ты ни капельки не изменился. При всей твоей нынешней популярности, при всем этом большом количестве концертов, любви зрительской, ты ни капли не изменился. Это я убедилась в этом в очередной раз. Спасибо тебе огромное за то, что ты в эти минуты вместе с нами. Кстати, новогодние корпоративы. Ты же, наверное, сейчас по корпоративам новогодним ходишь и еще... Я в этом году особо не взял. Я взял несколько штук только. Ты, наверное, очень дорогой. Ну, возможно. Нет, вопрос не в дороговизне. Для меня я лучше спою... А сколько стоит улыбка, а? Она же бесценна. Нет, корпоратив там, вот споешь, допустим, 5-6 песен, да, я лучше 3 часа отпою на концерте, я там, понятно, нарисую картину красивую. А на корпоративе там, ну, немного другая ситуация. Я хочу только петь на концертах. Анвар, буквально несколько секунд. Я думаю, вот оператор, скажите, пожалуйста, на какую камеру Анвару смотреть? А, вот она там выглядывает. Да. Поздравления нашим телезрителям. Я хочу поздравить республику, ну и не только республику, всю Россию, всех моих зрителей, телезрителей с наступающим Новым годом. Хочу пожелать им здоровья. Самое главное здоровье. Вот сейчас понимаешь, когда вокруг очень много всяких ну, недугов, таких тяжелых недугов. Хочется, чтобы они все выздоровели. Самое большое счастье — это и не деньги, и не концерты, это здоровье. Остальное потом будет. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и будет здоровье, вы будете ходить на концерты тоже и смотреть передачу «Салям». Самая крутая передача. Спасибо большое. Будьте здоровы, чтобы мир был на земле. А все остальное будет. Обязательно все пожелания сбудутся. Спасибо тебе огромное. Привет от нас семье. Привет всем. Они, кстати, смотрят. Серьезно? Ну, все, значит, они еще и слышат. Береги себя, пожалуйста. Мы ждем тебя в 2019 году и желаем тебе, мы уже сказали, как можно больше концертов, но при этом еще больше энергии и сил воплотить все свои желания в жизнь. С наступающим Новым годом! Спасибо. С наступающим.